таратылды. Анан араб фонддор бизге 14 миңге жакын убада кылышкан, ошонун 8 миңдейин таратып атсак, мына азыр дагы башка араб фонддордун бирөөсү Октябрь районуна таратууну баштады. Ошондой эле кыргыз бизнеси 20 миң үй бүлөгө жетебиз деп убада беришкен. Кыргыз бизнесиник ушуга чейин Бишкек шаарына жардам берген 10 миңге жакындап калды. Ошондой эле кыргыз өкмөтү тарабынан Чүй областындагы кээ бир Свердлов жана Ленин районундагы конуштарга жардам колун узаткан. Алардын саны 3 миңге жетти, 3 миң үй бүлөгө. Биз кыргыз өкмөтү дагы 30 миң үй бүлөгө un, шекер жана акча бөлүп берип атат. Аны да Кудай буйрса бир жуманын ичинде баштайбыз. Ошондуктан өкмөт менен бирдикте Бишкек шаар мэриясы биздин шаардыктарга ар бир үй бүлөгө жеткенге аракет кылып жатабыз. Дагы эми көп балалуу үй бүлөлөр кээ бирөө кайра кыйнала башташты, аларды дагы карап атабыз. Бирок сиздерден көптөн көп өтүнөбүз, биз Бишкек шаарына гана жардам бере алабыз. Ал эми башка областтарга жардам бере албайбыз. Алардын ар бир область өзүнө жардам берип атат. Мына бүгүн жанымда Ситников Максим Валерьевич турат, ал да өзүнүн оюн айтат да. Максим Валерьевич. Добрый день, уважаемые горожане. Мне очень приятно то, что в настоящее время оказывается помощь со стороны именно арабских фондов, со стороны муниципалитета для наших горожан, которые проживают в Октябрьском районе. В настоящее время мы по линии гуманитарной помощи правительства раздали 1500 мешков муки для многодетных малоимущих семей. И также идет раздача продовольственных пакетов. Продовольственные пакеты мы раздали порядка более 2300 штук. Вот. В настоящее время вот через арабский фонд мы получаем 500 продовольственных коробок, которые будут в первую очередь переданы нуждающимся нашим гражданам, которые находятся в очень трудной жизненной ситуации, которые обращались к нам и по линии районных штабов за оказанием социальной помощи, и те, которые стоят на учете Управления социального развития. Эта работа будет продолжена, она будет вестись, и огромное спасибо нашим друзьям и в первую очередь муниципалитету за то, что они поддерживают район и не оставляют его в сложной ситуации. Спасибо. Да, вот первый этап мы закончили, первый этап карантина. Второй этап мы обратно будем помогать людям. Максим Валерьевич, он по Октябрьскому району свои данные сказал. А в общем, по республике 6 тысяч мешков муки от имени правительства мы разделили на 4 района по 1500 штук. Арабские фонды нам помогают по 14 тысяч коробок каждый. Кыргызский бизнес по Бишкеку помогает 20 тысяч коробок. И правительство через нас на некоторые новостройки Чуйской области помогло около 2800, около 3000 мы их тоже раздали. И еще второй этап правительство Кыргызской республики нам выделили для нужд города Бишкек. Это 6 тысяч мешков муки и 1800 мешков сахара. И на 25 миллионов сомов на 30 тысяч человек коробки. Это условно коробка, там внутри есть сахар, гречка, первые необходимые, масло, там чай. Поэтому я думаю, что мы сейчас вместе с акимятами, местными властями, квартальными интушниками мы дойдем до каждой семьи. Еще раз хочу вам сказать, что это будет честно, прозрачно, но может быть там некоторые чуть-чуть погрешности, мы их устранять будем во время этих раздач. Очень много людей, которые возвращают наши помощи, говорят другим раздайте, спасибо им. И среди нас тоже есть очень много нехорошие люди, которые звонят всем подряд и берут всем подряд тоже подарки. Тоже их можно понять, но мы просили бы этого не делать. Потому что мы должны все подарки довести до адресата, которые остро нуждаемся. В такое время мы должны друг другу помочь. Спасибо вам большое, Максим Валерьевич. Спасибо. Спасибо вам, что вы помогаете. Каждый продовольственный набор дойдет адресно для именно нуждающегося человека. Огромное спасибо. Спасибо.